рыбалку собираемся. Николай, бля. Попробуем покидать спиннинг. Воды, конечно, еще прибыло. Там очень сомневаюсь, что что-то поймаем. Нет, совсем мутная вода. Здравствуйте, дорогие друзья! Доброго всем времени суток! Я приветствую вас на канале Просторами Якутии. К сожалению, сегодняшний выезд на рыбалку оказался холостым. Великая и могучая река Лена сегодня не была настроена отдавать свои дары скромным рыбакам и наполнила свои берега водой. А как известно, чем выше уровень воды, тем меньше у рыболова шансов поймать заветный трофей. Благо у нас был резервный план и квадрокоптер с собой, и мы с энтузиазмом принялись снимать красоты реки Лены в окрестностях города. Предлагаю вам насладиться этими прекрасными видами. Ну а я расскажу вам сегодня краткую историю основания города Якутска. Желаю вам приятного просмотра. Поехали потихоньку. Город Якутск расположен в долине Туймада, на левом берегу реки Лена в среднем ее течении. Площадь города 122 квадратных километра. Якутск – это самый крупный город, расположенный в зоне многолетней мерзлоты. До Москвы по автомобильным дорогам общего пользования расстояние составляет около 8500 километров. Якутск расположен в равнинной местности в долине реки Лены, или ее еще называют долина Туймада. На территории города имеется много пойменных озер и стариц, крупнейшими из которых являются Белая, Сайсары, Теплая, Талая, Хатын-Юрях, Сергелях. Берега песчаные, на отмелях поросшие тальником. Левый коренной берег Лены обрывается в долину Туймада крутым задернованным уступом высотой около 100 метров, покрытым степной растительностью. Со стороны города эти обрывы напоминают горную цепь, но в действительности представляют собой кромку слабо всколомленной равнины, покрытой сосново-лиственничной тайгой, возвышающейся над Ленской долиной. Один из боковых отрогов этого обрыва, имеющий острую вершину, гора Чучурмуран, о которой я расскажу в одном из своих следующих роликов. Центральная часть Якутска отделена от русла реки Лены широкой травянистой равниной, так называемым Зеленым лугом, которая представляет собой пойму реки Лена и затопляется в половодье. Лишь к речному порту Якутска подходит одна из проток Лены, городская протока, которая ныне, после строительства городской дамбы в 60-х годах 20 века, превращена в затон для речного порта с одной стороны и лодочную станцию города с другой. Вследствие отложения речных песков данная протока постоянно мелеет, и для обеспечения судоходства ее дно регулярно углубляется земснарядами. Климат резко континентальный с небольшим годовым количеством осадков. Среднегодовая температура составляет около минус 8,8 градусов Цельсия. Зима в Якутске исключительно сурова. Средняя температура января составляет около минус 40 градусов. Но практически каждую зиму температура падает до минус 50, а то и ниже. Иногда морозы даже могут пересечь 60-градусную отметку. Последний раз такие морозы наблюдались 2 января 1951 года. Зима длится с октября по апрель включительно. Весна и осень очень коротки. Оттепели в период с декабря по февраль не фиксировались за всю историю метеонаблюдений. В противоположность зиме, для лета, несмотря на его изменчивый характер, характерно небольшое количество осадков и часто сильная жара. Ощущаемая температура может достигать практически плюс 50 градусов, что для северного города очень высокие значения. Годовая амплитуда Якутска одна из наибольших на планете. Примерно равна годовой амплитуде полюсов холода Эмикона и Верхоянска и превышает
100-103 градуса Цельсия. Теперь к самой истории образования города Якутска. 25 сентября 1632 года отряд енисейского сотника Петра Бекетова, обследуя берега реки Лены, заложил якутский Ленский острог на правом берегу реки, в 70 километров ниже по течению от места расположения современного Якутска, на земле барагонских якутов. С самого начала острог был достаточно малочисленным, его гарнизон насчитывал 30 казаков. В 1634 году он пережил осаду со стороны якутов. В 1635 году местные казаки получили право называться якутскими казаками. В 1638 году острог стал центром новообразованного якутского воеводства. В 1642-43 годах острог был перенесен на современное место в долину Туймада. В чертежной книге Сибири Семена Ремезова представлено одно из старейших известных изображений Якутска в следующем виде. Во-первых, внизу рисунка овальное место, обнесенное тыном, с колокольней слева и несколькими церквами внутри. Во-вторых, в середине рисунка идет стена с 3 башнями, из коих 2 по концам, а 1 посередине. В-третьих, сверху рисунка, как бы параллельно этой стене, вторая такая же стена, но уже с 5 башнями, из которых 1 высокая с орлом на спице посередине, а остальные 4 по 2 с каждого конца, причем крайние показаны рубленными из дерева. Среди этой стены идет приблизительно 8-угольником чистокол, который охватывает собой, судя по характеру построек, главную часть города. Чертеж составлен лишь на основании показаний разных других людей, поэтому не может считаться точным изображением Якутска. Он дает только приблизительное представление о внешнем виде тогдашнего города. А это Якутск в 17 веке на гравюре Николаса Вицина, голландского политика, предпринимателя, картографа, бургомистра Амстердама и управляющего Ост-Индской компанией. Якутск, являясь военно-административным и торговым центром всего Ленского края, с 1708 года был подчинен Сибирской губернии, с 1822 года Восточно-Сибирскому генерал-губернаторству. В 1822 году Якутск становится областным городом, а с 1851 года Якутия получает статус самостоятельной области на правах губернии с центром в городе Якутске. Особенно активное развитие Якутска связано с периодом губернаторства Ивана Ивановича Крафта 1907-1913 годы. Иван Иванович родился в 1859 году в селе Шушинском в семье ссыльного немецкого дворянина Ивана Ивановича Крафта-старшего, уроженца Витебской губернии. Чтобы дать сыну возможность карьерного роста, ссыльный отец решил отделить сына от семьи. Иван Крафт-младший с 12 лет жил отдельно от семьи. Отрочество он провел среди бурят, изучил их язык и культуру. В годы гражданской войны в Якутской области было немало сражений, в том числе Якутское антиколчаковское восстание в декабре 1919 года. В российскую историю вошло и последнее крупное сражение этой войны в урочище Сосылсы, в переводе «Желтое поле», неподалеку от Слободы, Амга, с 13 февраля по 3 марта 1923 года. В условиях жесточайших морозов шла битва между обороняющими подступы к Якутску красными бойцами под командованием Ивана Строда и рейдовой дружиной белого сибирского генерала Анатолия Пепеляева. В результате сражения последнее крупное воинское соединение белых на территории РСФСР было разгромлено, а сам генерал попал в плен. В результате гражданской войны в Якутской области установились советская власть. К октябрю 1921 года заместителем председателя Якутского губревкома Платоном Маюнским были разработаны проекты Декларации прав и обязанностей трудящихся Якутской ССР и положения об автономии Якутской Республики. К началу 1922 года работа по созданию республики была завершена, и на основе этих документов 27 апреля 1922 года была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика, первая в истории народа СХ государственность. Столицей республики стал Якутск. В 1930-х годах в Якутске впервые был создан научно-исследовательский институт, республика вышла на новый уровень народного образования и науки. Во время Великой Отечественной войны в городе находилось управление воздушной трассы Алсиб, по которой из США перегонялись самолеты, полученные по ленд-лизу. 27 декабря 1991 года Якутская ССР была переименована в Республику Саха-Якутия, ее столицей остался Якутск.
На этом, дорогие друзья, я заканчиваю свой короткий рассказ. Кому понравилось, прожмите лайк, напишите в комментариях, что бы вы хотели еще услышать, может быть, что-то увидеть в городе Якутске, а также, возможно, какие-то истории про Республику Саха-Якутия. Ну, на этом все. Желаю всем хорошего настроения. До свидания.